Анализировать увиденное и услышанное, выработать свой взгляд на происходящее – это требование современного мира. Здесь я делюсь своими мыслями о том, что лично мне кажется важным, потому что, я уверена, понимание сути происходящих событий определяет наши отношения и формирует нашу позицию. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Екатерина Жекова, и это «Свободный взгляд». Присоединяйтесь, но прежде чем начать, предложу вам подписаться на наш канал Gagauz Media в YouTube и ставьте лайки этому видео, если оно вам нравится. Новогодние и рождественские праздники – это всегда время каникул для школьников и коротких отпусков для работающих. И кажется, что День Святого Василия, а и Василь по-гагаузски, по-нашему, подводит черту новогодних праздников. С Новым годом, друзья! Yeni yılın size. Allah versin sağlık herkesinize. Getirsin usluluk bu dünyaya, rahatlık. Bitsin cenkler, kurtarılsın canlar. Şen yaşasın insanlar. Согласитесь, друзья, праздники всегда создают ощущение паузы. Будто время на мгновение замедляется, а тревоги отступают на второй план. Но календарь неизбежно возвращает нас в будни и вместе с ними к реальности, в которой, к сожалению, война по-прежнему в соседней Украине не завершена, и, кажется, ее последствия продолжают влиять на жизни миллионов людей. Реальность в нашей стране и в автономии тоже не безоблачна. В жизни двух главных официальных лиц автономии 2025 год отпечатался решениями судов для Евгения Гуцул и Дмитрия Константинова. Знаете, один факт привлек мое внимание. 24 декабря в 2024 году Константинов хотел улететь сразу после празднования 30-летия образования гагаузской автономии. Улететь он хотел в Таиланд, и представители СИП тогда не дали ему вылететь из Кишиневского аэропорта. Хорошо, а куда вы летите? Ну, я же дал паспорт, я отдал билеты зарегистрированные. Там видно, я лечу турецкими авиалиниями в Турцию, а потом из Турции лечу в Таиланд. Это же все видно. Ну, мы никуда не спешим, и вы можете никуда не спешить. Я говорю, я понял, у меня перелет не получится, я понял. Традиционная для Константинова встреча Нового года с членами своей семьи в теплой стране на берегу моря оборвалась, и это стало главной предновогодней новостью на многих страницах СМИ. Собирался ли Константинов в декабре 2025 года отправляться в Таиланд, неизвестно. Очевидным стало лишь то, что его фамилия вновь стала обсуждаемой в новостных лентах СМИ. И вот почему. 23 декабря уже 2025 года Константинов также, как и положено спикеру Народного собрания Гагаузии, присутствовал на торжественном мероприятии по случаю уже 31-й годовщины образования Гагаузии. А с 24 декабря его уже никто и нигде не видел. Он просто исчез из публичного пространства. Затем 26 декабря в суде Камрата было оглашение приговора по уголовному делу Константинова. 12 лет заключения в тюрьме закрытого типа. Дмитрия Константинова признали виновным по двум статьям: злоупотребление служебным положением и присвоение чужого имущества. Константинова на заседании суда не было, и уже в течение следующих дней он был объявлен в розыск. То есть статус Константинова за последние пару месяцев коротко можно описать так: политик, спикер НСГ, осужденный, разыскиваемый. Ну, вот такая история судьбы двух главных официальных лиц автономии. Такого в жизни Гагаузии за 31 год еще не было. То есть 2025 год вошел в историю жизни гагаузской автономии как год, в котором двум первым лицам Гагаузии судом Республики Молдова были вынесены приговоры сроками 7 и 12 лет лишения свободы. Нужно заметить, что оба осуждены за незаконные действия, сделанные до избрания их на публичные должности. Конечно, у каждого из них есть право продолжать защищать себя в следующих судебных инстанциях. Но о чем говорит сам факт того, что один из них уже полгода не исполняет обязанности башкана и находится в тюрьме номер 13, а другой вовсе сбежал и является лицом в розыске.
История этих приговоров, безусловно, это история судеб этих личностей, и это горькие приговоры для них лично, для их семей и близких. Но нарушение законов не должно быть безнаказанным, и об этом должен помнить каждый гражданин, совершая противоправные действия. В гагаузском обществе мнения по этим двум приговорам больше сводятся к тому, что это политический заказ правящей власти. Но так ли это, покажет время. Только вот адвокатов Евгений Гуцул иностранцев уже не слышно. Но их, видимо, тоже Шор отозвал так же, как отозвал свою политическую поддержку от всех, кто был избран, от его бесчисленных политических партий и политических блоков. И уж точно, что неправящая партия указывала Дмитрию Константинову, администратору предприятия, как составлять и подписывать фиктивные договоры и как перечислять 46 миллионов леев на предприятие своего сына. Если бы эти оба избранные и осужденные лица на своих должностях своей работой являли бы собой образец эффективно работающих политиков, внедряющих новые экономические модели развития автономии, открывающие рабочие места, открыто и честно распоряжающиеся бюджетом Гагаузии, объединившие наконец-то всех примаров, все политические и общественные силы автономии в некое единство сил для развития Гагаузии, тогда, мне кажется, не надо было бы собирать людей за деньги на митинги у 13-й тюрьмы или у зданий судов. Тогда жители гагаузской автономии понимали бы, что если даже эти избранные лидеры автономии нарушили закон и их за это судят, люди собирались бы сами на митинги поддержки первых лиц автономии, и это были бы митинги благодарности за их ратный труд, за то, что они по-новому и эффективно стали управлять автономией, и что люди на себе ощущают их работу, заботу. А так что? Константинов, депутат 3 созывов, запомнился как ведущий заседаний Народного собрания Гагаузии, чаще всего говорящий повышенным тоном, с опломбом, сталкивающий лбами своих коллег. Такой хитрый лис, который всегда делал какие-то политические комбинации в угоду личным целям и ни разу общественным. Не найдете ни одной законодательной инициативы депутата Константинова, которая решала хоть какую-нибудь проблему автономии, да, хоть какую-нибудь маленькую проблему автономии. Единственная его инициатива в этом созыве Народного собрания Гагаузии – законопроект о ликвидации Центральной избирательной комиссии. Иван Димитроглу, депутат от фракции социалистов, тогда, когда рассматривалась эта инициатива, охарактеризовал предложенный законопроект как захват власти. Цитирую. «Вы говорите, что эти изменения связаны с тем, что центральный орган принимает поправки, которые переподчинил наш орган. Но автор законопроекта на это даже не ссылается, а ссылается на то, что работа органа была неэффективна и ссылается на затраты в ЦИКе. Здесь, наверное, больше преследуется цель захвата Центральной избирательной комиссии от имени Константинова в интересах партии ШОР». По словам Димитрогла, в случае принятия законопроекта Гагаузия еще раз покажет, что власть автономии захвачена. Но за законопроект Константинова тогда, по ликвидации ЦИК, проголосовали 20 депутатов в 2023 году. Уход Константинова с Народного собрания Гагаузии, причем не объявленная им якобы отставка, а физический уход, хотя правильнее было бы сказать, наверное, побег, оголил, на мой взгляд, бесхребетность как самого Президиума Народного собрания Гагаузии, так и всего законодательного органа. Нет Константинова, нет и его большинства. Или нет Константинова, и уже стыдно быть его большинством. Иначе как объяснить сразу вмиг утихомирившиеся голоса депутатов и его сторонников? На последнем заседании от 12 января депутаты фракции партии социалистов выступили с обвинительными речами в адрес константиновского большинства, которое, по их мнению, и создало весь этот хаос Гагаузии. И примечательно, что ни один депутат из числа того самого константиновского большинства, даже сидящие в президиуме, не возразили, не попытались защитить свое человеческое или коллективное достоинство. Может, их поведение говорит об усталости политических элит от постоянной конфронтации с Кишиневым? Нет. По-моему, их поведение диктуется страхом не оказаться в ситуации готовящегося к побегу человека и желанием уцелеть
чтобы вновь получить место депутата Народного собрания. Ну а Евгения Гуцул пришла в политическую жизнь из ниоткуда, в смысле без политического и общественного бэкграунда. На сайте исполкома и сегодня нет биографии Башкана. Есть просто фото Евгении Гуцул и статьи уложения Гагаузии с полномочиями Башкана. Ну а что писать, когда нечего писать? Вы знаете, я вот подумала, захочет кто-то узнать побольше информации о Башкане. Ну, скажем, гагаузы из Америки, Бразилии и так далее. Захотят побольше узнать о человеке, который руководит автономией гагаузов. Что они сделают? Конечно, зайдут на официальный сайт исполнительного комитета gagauzia.md и ничего. Причем ничего не только о Башкане. Нет информации ни об одном заместителе Башкана и даже начальнике главного управления делами главы автономии. Это бумажная автономия. О людях, которые управляют автономией, на сайте исполкома есть только их фото и фамилии с именами. Больше ничего. Да, и нужно заметить, что сайт Народного собрания Гагаузии еще с 2018 года вполне себе соответствует тем требованиям, которые есть в законе о прозрачности принятия решений для публичных органов. Но сайт исполкома, кстати, на разработку этого сайта Ирина Влах, бывший Башкан, потратила 8 миллионов леев из европейских средств программы SLPI. Этот сайт использовался командой Гуцул как рупор Шора первые 2 года ее правления. Все митинги, заявления, выступления Шора с экранов, заявления Башкана, письменные и видеообращения. Абсолютно все публиковалось на официальном сайте исполкома. Сейчас сайт пуст. Самый заполненный раздел на этом сайте, знаете какой? COVID-19. Последняя информация с 2022 года. Все, что было связано с Гуцул и Шором, удалено. Удалено как с частной лавки. Но так не должно быть. Но не имеет права так поступать с сайтом целого государственного органа никто. Это не личный аккаунт Гуцул, Узун, Петрова. На сайте нет ни одного упоминания о великом Юрии Кузнецове, советнике Башкана. Как будто и не было такого человека, получающего зарплату из наших с вами налогов. Все удалено. Удалено и письмо Евгении Гуцул к Трампу, кстати. Справедливости ради нужно сказать, что Башкан писала письма и к Эрдогану, и Путину. Но об ответах этих лидеров на сайте исполкома тоже ничего не сообщается. Нет на сайте ничего вообще о том, что делает этот исполком, как реализовывает принятую программу развития автономии. Самой программы нет на исполкоме, а эта программа утверждена Народным собранием Гагаузии. Так вот, ее нет на сайте. Сколько рабочих мест уже открыто? Сколько инвестиций за 2025 год привлекли? Что с обещанным аэропортом? На 4000 рабочих мест тоже ничего не сказано. Перелистывая страницы 2-летней давности, глядя на эти фото и людей, которые были рядом с Евгенией Гуцул, а правильнее, наверное, за ее спиной, но теперь их нет. Их нет в публичном пространстве, каждый из них где-то в бегах. Кажется, в надежде на спасение себя от участи осуждения за незаконные действия. Иначе как можно объяснить, что Виктор Петров, один из заместителей Башкана, без всяких объяснений, как должностное лицо, исчезает из виду общественности? Его нет на заседаниях исполкома, но он где-то есть, ну и пусть будет. Есть, потому что пишет свое оправдание посты на своей странице в Фейсбуке. Но, друзья, это серьезно? Мы, жители автономии, сами верим в то, что это серьезно функционирующая автономия? Если первые лица в бегах, серьезно можно продолжать говорить о сильной автономии с перспективой развития? А мы врем себе? Простите, а зачем? Об исчезнувших тенях Шора, кстати, друзья, я говорила в одном из выпусков «Свободного взгляда». Ну, посмотрите, если это вам интересно. Об Евгении Гуцул, о человеке, которая согласилась, на мой взгляд, это мое личное мнение, на игру в большой политической афере Шора в Молдове, а затем и в автономии, заморала себя и автономию шоровскими схемами, и единственная, кто стал жертвой тюремного заточения. Все остальные сбежали.
Им помогли, о них позаботились. А она в силу, наверное, своей наивности, политической незрелости, а, быть может, и слепой преданности держала флаг Шора столько, сколько ей на ушко нашептали. Она поверила мужчинам, которые сопровождали ее, как Башкана, везде и всюду по пятам. Она поверила Шору. В первую очередь, а он знал, хитрый, подлый и расчетливый, он знал, что он-то только про деньги. Я, как сказать, капиталист, человек из бизнеса, абсолютно нацеленный на заработок денег, но абсолютно случайно стал мэром одного из городов и настроил социализм. Это то, что называется новая искренность. Вот в таких атмосферах, сытой, люксовой и полной радости жизни живет сейчас Шор в России. А Евгения Гуцул? Мне, как женщине, очень жаль, что ее постигла такая участь. Но это было ее решение. И каждый из нас несет ответственность за свои действия. Ответственность моральную, юридическую. А юридическая ответственность наступает при нарушении законов, при коррупции, злоупотреблении полномочиями. Наступает независимо от политического статуса. И об этом важно знать. Правление Евгении Гуцул в связке с политическим проектом Илона Шора привело к фактической изоляции Гагаузии как на национальном, так и на международном уровнях. Диалог с центральными властями был фактически заморожен, а контакты с внешними партнерами сведены к небывалому минимуму, что и усилило ощущение замкнутости региона. Я считаю, что потеря внутренних моральных ограничений у политиков, а именно это мы наблюдаем у лидеров гагаузской автономии, превращает власть из инструмента служения народу в механизм личного выживания или выгоды, где допустимыми становятся ложь, манипуляция, предательство интересов избирателей и сознательное причинение ущерба государственным институтам. Возможно, друзья, у вас другое мнение и другая оценка происходящего, и другие выводы, но вы, я уверена, тоже размышляете, анализируете, делаете свои выводы, и это правильно. С вами была я, Екатерина Жекова, и это был мой свободный взгляд. Делитесь своим мнением, друзья, в комментариях, и пусть комментарии перейдут в дискуссии, здоровые, корректные. Ведь именно это нужно нашему обществу. А еще ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, друзья, Gaguz Media в YouTube. Ваша активность помогает нам продвигать наш проект. Ну а на сегодня все.